когда российские войска входили в город, они не считались тем, кто здесь, чеченцы, там, русские. И для многих из них было неожиданностью то, что здесь есть вообще русские люди. Вообще люди есть. И они когда видели, что в подвалах там где-то есть население, они, в общем-то, были, ну как, не то что напуганы, нельзя так сказать, но удивлены страшно, что здесь есть люди. Это одно. И второй момент, что они, в общем-то, считали, что коль здесь в Грозном остались, значит, они все одинаковые, значит, они все дудаевцы. Вот это, конечно, самое страшное. Вы это испытали на себе? Вот на себе я не могу сказать, что я лично на себе испытала это. Но вот такие разговоры, и в смысле в моем присутствии, о том, что русские, живущие здесь, такие же, как чеченцы. А еще, может быть, и хуже. Когда я спросила, а почему? Да вы все здесь очень богато живете, вы все здесь, значит, не такие, как в России. Да, мы действительно не такие, наверное, как в России. Что вы имеете в виду? Ну, вот у нас нет вот этого разделения, может быть, на национальное. Потому что вот даже сейчас, встречаясь со многими своими земляками, грузинцами, которые переехали в центральные районы России, тоже там Подмосковье, там, севернее Москвы, очень часто приходится слышать о том, что эти люди не находят взаимопонимания с местным населением. Вот мои земляки не находят взаимопонимания. Наверное, есть какая-то вот доля правды в том, что вот сегодня, в смысле, вот в последнее время как-то попадались мне иногда отдельные статьи о том, что вот человек где живет, в какой местности, немножко переопыляется с других народов. Вот, наверное, мы взяли, наверное, что-то хорошее и от чеченцев, а у них его немало.